Добрый день, Максим. Добрый день, Олег. Здравствуйте, наши зрители, слушатели. У нас сегодня в гостях Максим Альбертович Амелин, поэт, переводчик, организатор, издатель. Ну, в целом, Максим занимается вот всем, можно сказать, литературным процессом, связанным именно с национальными литературами. И поэтому у меня первый вопрос такой. Максим, вы у нас в Якутии побывали в 2017 году, в сентябре. И вот что Да. значит для вас слово Якутия, Саха? А, Во-первых, это очень красивое место, красивые места. И хотя в сентябре, я помню, было уже минус, почти минус 5, плюс, от Да-да. плюс 2-3 до минус 5 вот так гуляла температура. Вот так, как-то ты ощущаешь в середине сентября вот такой, ну, в общем, суровый климат, потому что у нас здесь-то помягче значительно. Вот. Очень красивая у нас была там поездка по Лени вверх. Правда, недалеко, до столбов мы не доехали, но, но очень красивые острова и красивые, в общем, очень красивый пейзаж. Вот, особенно, знаете, производит впечатление вот это м, русло Лены, старое, которое шире, наверное, раз, не знаю во сколько, в 10, да, вот такие Да. древние берега, которые когда-то были, да, то есть когда-то река была просто каких-то невероятных размеров, вот, и очень помню хорошо ваши дома, все стоящие на таких куриных Сваях таких, ножках таких, ножках, да. да, на сваях, да, вот, потрясающий опыт, вот, там в горе есть вот этот, вечной мерзлоты, такой кусок, где можно посмотреть, как это выглядит изнутри, да. То есть, ну, я вам скажу, что это сильные такие впечатления, сильные, Да. Ну, это да, наши такие туристические бренды, река Лена, да, и холод, да. конечно же, это да. А вот, Максим, вы И тогда... люди у вас очень Да-да. хорошие, гостеприимные, Да. да. Вот о литературе вы все-таки, мне О кажется, литературе, да, да, но знакомы, я отвечаю, вот познакомы. смотри, да, ну, у вас замечательные поэты, вот, ну, и на мой взгляд, вот из молодых, вот Гаврил Андросов, с которым я, в общем, дружу и переводил его, просто замечательный поэт, очень оригинальный, и у него недавно, а теперь он стал главным редактором вашего журнала, и недавно у него книга вышла, вот с его переводами, причем некоторые там стихи переведены разными переводчиками, очень интересно. Вообще он, я считаю, что такая ну, надежда якутской поэзии, да. Из Да, более старших вот Елена Скворцова-Корсунах, она еще и прозаик, мы выпустили ее небольшую книгу, вот про вот этот фрагмент, вот эта повесть, это часть такого ее большого, ну, романа. фактически эпического романа, Да. да, который охватывает там почти 100 лет, да. Я вообще считаю, что, знаете, вот вам повезло в том смысле, что у вас была такая историческая проза серьезная, она возникла вот там 50-60-е годы, и это дало вот современный кинематограф якутский, который везде побеждает и удостаивается самых высоких наград.
То есть вот эта проза, она в какой-то мере в основе же лежит этого кинематографа. А, То есть это важная вещь. То есть уже легче было работать сценаристом по готовому серьезному такому материалу и, ну, и сделать в результате как бы такие большие успехи именно в этом кинематографическом деле. Вот. Пожалуй, сейчас на территории России якутский кинематограф, наверное, самый сейчас сильный. Вот. И понимаешь, что у него есть база литературная. Вот. Именно поэтому есть эта сила. И же были встречи там и мероприятия вместе, и приезжали и венские поэты, юкагирские поэты. Вот, поэтому очень так, потому что Якутия многонациональный регион, и очень было интересно, тоже вот, совместная работа была очень интересная, просто потрясающе. Максим, вот ваш Да. проект антология национальных литератур очень много, мне кажется, тоже делает именно для пропаганды, для продвижения именно национальных литератур на российский уровень. Вот как родилась эта идея? Мне очень интересно вот тоже узнать именно от А, вас. Ну, нет, идея на самом деле народная. Вот. Я ездил ну, вот, по стране в разные регионы, и на Кавказ вот был на 2 таких форумах, которые устраивал Сергей Александрович Филатов да, на Кавказе. И, и очень удивился, что люди переходят на русский язык. Я им говорю, слушайте, ну вы вот в русском языке встраиваетесь в том последнем в огромной длинной очереди. Вы стали последним, а в своем языке вы можете стать там, ну, в какую-то обозримую очередь, а может быть даже и там вторым, третьим, пятым, да? И, и вам просто будет легче. А говорит, а кто же нас будет переводить? Я говорю, ну слушайте, ну как? Ну, будут переводить, это можно. Вот, да нет, это все невозможно, это нереально и так далее. Ну, я подумал, что, ну, да, это, в общем, задача сложная, но, в принципе, ее как-то теоретически можно решить. И вот, когда был год литературы, подал такое, ну, на 1 страницу письмо в нашу Роспечать, федеральное агентство, по поводу того, что вот хотелось бы сделать многоязычную антологию поэзии, потому что это, ну, действительно уникальный случай, когда столько реально живых и реально действующих языков и реально действующих авторов. Вот. И, ну, эта идея, так сказать, у Владимира Ильича Григорьева где-то там находилась. Вот, он, видимо, ее как-то с кем-то обсуждал, я думаю. Вот. И она вернулась, значит, через прошло несколько месяцев и говорит, нет, этого мало. Ну, поэзия хорошо, говорит, но есть же и другие как бы жанры. Давайте делать такой большой проект. И, конечно, большой проект, пришлось писать большой проект. И вот его постепенная реализация. К сожалению, одновременно, как сейчас говорят, почти невозможно это все реализовать. Поэтому вот идет поступательно, год за годом. Вот, итоги
в принципе, есть, и вот и 4 антологии, и фестивали, и форумы переводчиков. Вот, то есть эта деятельность продолжается. И она в этом году немного, с одной стороны, она усложнилась, потому что вот, у нас, правда, был и форум переводчиков, и вот наша поездка, мы в этом году в Казани были с нашей родной книгой, вот как к вам приезжали. Да. Ну, просто потому что Казань поближе, и мы хотели там вдаль поехать, но многие регионы были просто закрыты. Вот. И поэтому я говорю, что этот год усложнил нам вот эту работу. А с другой стороны, возникло много вот интерактивного и онлайнового какого-то общения. У нас было участие в выставке во франкфуртской книжной ярмарке с участием разных переводчиков и так далее. Еще масса мероприятий. Фестиваль прошел в этом году, к сожалению, не напрямую, а в онлайне. Но, тем не менее, он прошел, и было огромное количество зрителей. С большим успехом он прошел. И все мероприятия можно посмотреть тоже в интернете. Да, у вас На же проект, Ютубе он, вот да, есть. так расширяется. У вас же есть еще портал национальных литератур, да, в котором можно найти все произведения Да, на портал. 59 языках, вот что замечательно. Да, Да, это большая все работа. произведения, большая работа. Ну, и порталом этим занимается Россия сегодня. Это их как бы базовая основа. Вот. Мы занимаемся только материалами. В общем, ведем этот портал. А база находится у Такая России техническая, сегодня. да, организационная. И да, организационное, да, все, весь предоставление вот этого платформы и так далее. Это их. А наше дело контент и все, что с ним связано. Ну, это тоже отдельная работа, серьезная, потому что мы хотим его расширять, улучшать как по мере возможности. А пока только он наполняется, и я думаю, что его надо как-то всем рекламировать в то же время, вот, стараться его как-то продвигать, вот, хотя это, это отдельная тоже деятельность, Да, да. продвижение этого портала. Вот. Может быть и как-то дальше его рост, может быть, какую-то часть, ну, во всяком случае, биографическую, имеет смысл перевести, например, на английский язык. Или там, я не знаю, на китайский. Вот как бы, английский, испанский, китайский. То есть три главных языка, или там арабский, 4, может быть, даже главных языка, которые, в общем, практически весь покрывают, так или иначе, да, чтобы было это не только замкнуто на наши российские, но все-таки куда-то еще. А вот как Вот, раз потому что я действительно контент уникальный. Ага, я вот хотел о планах спросить. Вы фактически уже часть своего будущего, да, вот развития этого проекта вы уже сказали, да, это на языках, это замечательно. А в этом году антология драматургии вышла, да, и это, Да, ага, мне кажется, ну вот в да. будущем году, вот кроме того, что вы сказали насчет вот китайского, арабского, испанского и так английского, еще какие планы вот в развитии вот этого проекта? А в будущем году мы
в январе объявим и разошлем методические по сбору указания всякие. Вот. Это антология художественной, туда, куда подпадает и эссеистика, и ну, все жанры, которые... то есть это не совсем журналистика. То есть если даже это и журналистика, то она, в общем, другая, с художественным уклоном, да. То есть это очерк, например, да. И хочется вот самопредставление, да, самопредставление народа, да, то есть это может быть и о герое, так, с таким историческим, что ли, обзором, да, потому что важно, мне кажется, понимание, то есть из художественной, из поэзии можно извлечь одно, то есть, условно говоря, какой-то такой высокий, что ли, и поэтический дух. Да. Из прозы такие ну, проблемы и отношения между людьми. Да? Из ну, детской, понятно, у нее есть своя направленность. Да. Драматургии, конфликты, которые и между людьми, и, ну, не знаю, по-разному, очень разная драматургия получилась, очень интересная, я считаю. Вот. А вот в публицистике может быть, в художественной публицистике может быть вот другое несколько раскрытие. Это может быть и экологические проблемы, и так далее. Ну, это разные вещи. Хотели бы такое вот получить. Оно наверняка есть у вас, но мы же не знаем, до нас вот это уж точно не доходит. Вот, никак. Да, вот. Конечно. Да, и это важная составляющая, мне кажется. Вот согласен, думали, замечательно. Как делать. Да. Это вот то, такой что проект, нужно. вот он пойдет. Да. Ну, то есть, чтобы каждый рассказал о своих проблемах напрямую, более прямо, чем в художественной прозе, да. В художественной публицистике это проще донести, мне кажется. Вот. Да. Вот такая идея. Ну, очень замечательно. Будет, Я уверен, что это да. реализуется. Если за это берется Максим Я тоже Альбертович. считаю, что это реализуется. Да. Да, конечно. Я тоже считаю, что реализуется. Вот у нас немножко Вот. связь. Драматургия. Связь немножко у нас, конечно, идет прерывисто, да, местами. Ну, звук, да. Но все-таки, вот, Максим, возвращаясь вот к этой нашей ситуации, да, с одной стороны, цифровой мир, вот, кстати, сегодня вот он позволяет нас с вами связать, общаться, да, несмотря на те расстояния, вот эту пандемию и прочее. Но вот вообще, как переживает этот год литература российская, русская литература? Вот, ваше мнение об этом? Ну, трудно сказать, да, трудно сказать. Не знаю, может быть, в литературе в какой-то мере, может быть, то есть для писателя, если он ну, такой вдумчивый, и ему не хватало времени, потому что мы все находимся последние годы, вообще, мы крутимся как белки в колесе. В общем. И это, в общем, это мир так закрутился, весь мир. Это не только у нас в России, а весь мир вот так закрутился очень быстро. И тут вдруг вот неожиданно вот настала такая странная ситуация. Все привыкли жить в более ускоренном ритме, общаться, какие-то мероприятия бесконечные. Вот. И тут вдруг раз и всех остановили и в общем-то, заставили. Но
заставили быть фактически в уединении, да, потому что даже ну, какие-то онлайн, это все-таки не то, не совсем то, что как бы люди общаются друг с другом. Так вот, а для писателя, в общем, в какой-то мере а, этот, это замедление, замедление, пусть даже искусственное замедление мира, оно, в общем, наверное, как-то даже полезно, мне кажется. Вот. Писатель может сосредоточиться как-то на своих каких-то думах и чаяниях. Вот. Но с другой стороны, конечно, ну, очень много просто трагических обстоятельств. Вот у меня, например, несколько друзей как бы уже покинули этот свет вот, за этот год. Год очень тяжелый. И, при том, что это, в общем-то, уникальные люди, которым там, в случае чего можно было спросить, узнать о чем-то, а теперь ты не узнаешь больше об этом ни у кого. И вот такая вот ситуация. Хотя, ну, как для издателя, в общем-то, увеличилось количество, как бы сказать, работы такой, вот, потому что в связи с удаленкой, она на самом деле это обманчиво, что ты там сидишь, лежишь на диване. Ничего не лежишь на диване, а работаешь почти ну, в 1,5 раза больше просто, потому что ты не можешь, нет прямого общения, да, с авторами, там, Да. ну, и так далее. В общем, это усложнило. С точки зрения поэтической, да, ну, как бы тут сказать, в общем, для меня не очень, не особо удачный год, но это как год на год не приходится. Болдинской осени не получилось, хотя в принципе, какие-то итоги я вот в этом году напечатал довольно много частей там одной моей большой поэмы в разных местах. Часть вышла в Москве, часть в Владивостоке. Вот. Так получилось. Вот. В Китае удостоили премии. Такой у них есть фестиваль реки Мелуо. Это там, где их первый как бы имеющий имя поэт Цюй Юань, там это его места и знаменитый там праздник драконовых лодок проходит. Но, к сожалению, тоже пришлось посылать им обращение через Zoom. И, хотя, конечно, хотелось бы там побывать. Ну, может быть, со временем пригласят. Вот. Ну, Ага, так. да. А Максим, ну вот как-то вас назвали поэт-архаист, новатор, да, критики. Ну И, да, да. и вот вы еще совмещаете все такое просветительство. Может быть, это связано, ну, просветительство, это в какой-то степени, это и в XVIII веке, да, начинается, вот, история вот о Да, России. да. И вот вы как-то связываете века, XVIII век, эпоха Екатерины Великой, а еще ваши переводы, Одиссея и так далее. То есть у вас очень, мне кажется, уникальный опыт именно творческий, переводческий. Вот, и вот, Китай тоже, да, это круг ваших интересов входит. Вот сколько языков вы знаете? Вот мне очень тоже интересно. Вы же Ну, переводите очень. да нет, ну, Олег, ну, знаю я
знаю я там, ну, может быть, ну, то есть я понимаю там где-то языков 8, но плохо. Ну, то есть я знаю хорошо латынь, вот, знаю итальянский и английский. Ну, остальные факультативно. То есть я могу читать там, ну и как учил грузинский там и так далее. Ну, как бы, вот сейчас немного там арабским даже занимаюсь. Но это, на это времени уже не хватает. Уже понимаешь, что просто нет физических никаких сил все объять. Вот. Уже вот, дожив до 50, вот сейчас скоро будет 51, понимаешь, что вот уже какие-то вещи ты никогда не сделаешь. Просто физически. Даже при том, что тебе там может 50 лет есть. Но это уже другие 50 лет. Это не те 50 лет, которые были у молодого человека с задором. Да? Ну, а дальше там, так сказать, уже понятно все. Вот. Хотя это не крест и не... Ну, то есть как бы не надо ставить крест, то есть надо делать как можно больше, но понимаешь, что жизненных сил как бы уже на все, то, что ты задумал когда-то, уже надо... А вот этим я уже не буду никогда. Вот. Ну, да, ну вот и... Ну, а с языками, да, просто мне это всегда было интересно. Вот, и, кроме того, перевод, он подвигает ну, на разные а, раздумья о своем собственном языке. Да? То есть ты смотришь на свой язык с точки зрения там, другого языка. И это дает ну, такое, как бы, как назвать, фасеточное, как у стрекозы, да, объемное такое, более объемное зрение, чем ты существуешь в своем только языке. Вот, поэтому я тоже считаю, что, ну и поэтому уж точно как бы им надо, ну, как минимум, 2 языка хотя бы просто для понимания своего, чтобы были точки обзора, ну, как бы как зеркало, да, такое искаженное. Вот, Максим, вот, кстати, да, Вот, и... вот, кстати, состояние языка сегодня, потому что очень многих волнует вот современный русский язык, это различные влияния и вот новые технологии как-то влияют, да. И также такой же процесс мы видим и в национальных языках. Вот как вы оценили бы сегодняшнее состояние русского языка? Что нужно для того, чтобы он сохранял вот свою как бы соль, да, такую, и оставался, ну, популярным для молодежи, расширялся там, да. Что нужно сделать? Да, да. Но, знаете, а, я думаю, что все-таки языки, они живут по своим каким-то законам. Хотя, с другой стороны, и влияние посторонние, да, ну вот приходят там какие-то в язык слова, вот, но они приходят с какой-то реальностью, которая, я не знаю, кто уже помнит там какое-нибудь слово, там, я не знаю, были такие пейджеры, в Да, да. 90-е годы были у всех пейджеры. Вот. Уже молодое поколение не знает, что это такое. Такого слова не знает. Что это такое? Что за предмет? Ну и так далее. Вот на наших глазах фактически ушли факсы. Они долго просуществовали. Но их уже нет. Ими никто не пользуется. Вот. То есть и слова, обозначающие эти предметы, которые к нам приходят, ну, они уходят вместе с этими предметами. Вот. Но с другой стороны, реальность, конечно, и вот многие говорят, говорят, вот
русский вытесняет наши языки. Это проблема, конечно, да. Это большая проблема, что русский действительно в какой-то мере вытесняет языки. Потому что, ну, с другой стороны, я говорю, слушайте, это вот мы с кабардинцем говорили. Я говорю, слушайте, ну, поэты же, они как-то возникают, они же от языка возникают. Ну, то есть, и писатели, они же от языка возникают. Как они могут? Ну, то есть можно перейти, конечно, в другой язык, да, и таких случаев довольно много. Там и писатели переходили на... Да, у нас где-то звук каким-то сбоем идет. Да. Ага. Так, у вас микрофон выключился. Ага. Да, вот. Слышно? А вот сейчас слышно. Ну, может быть, Максим, вот повторите, да, пожалуйста, вот последнее то, что вы говорили. Это, мне кажется, очень важно. Да, ну вот по поводу споров о языке. Ну да, русский язык в какой-то мере вытесняет. Другой вопрос, что ну ведь писатели, ну то есть их язык порождает. Они рождаются в стихии языка. Вот, языка своего. И я тоже привожу всегда примеры итальянцев. У них вот этот итальянский язык. Но он фактически никому не родной. Он выученный язык. Он искусственный, созданный язык, на котором итальянцы говорят друг с другом. Потому что вот этот маленький их сапожок, вот, он весь... Люди из соседних городов друг друга не понимают. Они говорят на своих диалектах, так называемых. Причем у них разная природа у этих диалектов. Там у одних основа там греческая, у других какая-то арабская, у третьих нормандская и так далее. Вот. И между собой они говорят вот на этом итальянском языке. Да, чтобы друг друга понять. А так бы они друг друга никогда не понимали. Понимаете? А дома они говорят вот на своих наречиях. Официальное, официальное делопроизводство идет на итальянском языке. А все газеты выходят на этом общем итальянском языке. Но они почему-то не забывают свои родные языки. Более того, у них с 70-х, где-то с 60-х, 70-х годов пошла вот такая большое движение чтобы писатели писали на своих диалектах. У них давно, это с 17-18 века, у них есть даже классики своих диалектных литератур. Там есть классики, там Венета, там в 18 веке у них жил там один Баффа. Или там классик... поэт Белли, классик Романеско, это римский диалект. В Риме не говорят на итальянском, но их диалект романеско, он отличается. Вот. Этот Белли еще с Гоголем дружил в 19 веке, вот, когда Гоголь в Риме. Ну вот. То есть эта литература сейчас процветает там. Более того, они стали снимать на диалекте. И уже давно это делают. И вот победил такие братья Тавиани, они вообще все фильмы сняли на диалекте. То есть все фильмы сняты на диалекте. Вот они победили, они получили Оскары и еще каких-то кучу премий за фильм «Цезарь говорит». Там в тюрьме ставят шекспировскую пьесу, вот, и она на диалекте написана. И то есть фильм весь идет на диалекте. Вот, поэтому... А у них наоборот, вот, как бы вот эти вот тенденции, что у них есть, конечно, что итальянский язык как-то вытесняет, значит, но тем не менее они держатся за это. И получается, что не в
корень проблемы не в этом, а в семье находится. В Мгм. семье. Значит, в семье не хотят говорить каким-то образом, почему-то. Вот это не объяснить. Вот. И, кстати, есть такие практики. Это мне Марина Корягина, чувашская поэт и драматург, она мне рассказывала, что у них один педагог придумал очень эффективный способ. Это в детских садах просто берется бабушка, да, Мгм. бабушка, говорящая на языке. И она с детьми занимается языком. Какие-то пословицы там и так далее, сказки и так далее, и так далее. Вот. И этот способ у них это не пошло, а вот в других фонах это, говорит, очень хорошо пошло, и просто они вот фамилию могу не уточнить Мгм. вот этого педагога. И действительно потрясающий педагогический эффект это дает. И Мгм. дети знают язык с детства. Мгм. Вот. Даже при том, что у них дома, конечно, могут и не говорить. Мгм. Особенно сейчас, когда родители, я говорю, как белка, это сейчас, может быть, дома сели, может быть, на удаленке они будут с детьми говорить на языке. Вот. Мгм. У То нас есть же тоже это... проблема. Ага. Да. У русского языка тоже проблема. Его английский теснит точно так же. Да-да-да. Понимаете? Вот. Да. И уже вот молодежь, это может быть там, ну, в Москве, во всяком случае, это видно уже. Потому что едешь в метро, а молодежь говорит на английском языке, да, между собой. Мгм. Ну, что это такое? Молодые ребята говорят на английском языке. Ну, Ну, так что практикуется. нет, практикуется хорошо, но боюсь, что они по-русски не смогут связать двух слов скоро, да. М, да. Но я Ну не вот, против. И знание языков, мы про него только что говорили, да. Ну, расширяет сознание, да. вы очень правильно сказали. Литература как раз и, мне кажется, это защищает, сохраняет язык. И то, что вы Да, делаете, эти ваши проекты, вот свидетельство об этом же, да, как раз, об этом и говорят, что вот именно через литературу сохраняется язык. А вот, Максим, но с другой стороны, вот художественная литература по всем рейтингам читают все меньше и меньше. Вот ваша оценка вот этой ситуации? и это правда, читают меньше. Вот. Это, как я говорю, раньше был анекдот про Ленина, значит, когда его спрашивают: вот как вы в библиотеку-то ходите? Говорит: да вот, говорит, скажу жене, что ушел к любовнице, а любовнице скажу, что ушел к жене. А сам в библиотеку учиться. Народ. Сейчас человек: да нет, я электронные книги не читаю, я читаю бумажные. А другой говорит: нет, я бумажные не читаю, читаю электронные. А сами сидят в соцсетях и читают только фейсбучную или какую там ВКонтакте ленту. М, Потому что вот едешь в метро, очень хорошо читали. Потом они читали вот эти электронные книги с читалок и так далее. А сейчас все сидят вот и перебирают бесконечно, какая-то чушь собачья. Вот, на самом деле человечеству дали а, вот эту страшную вещь. То есть то, о чем оно всегда мечтало. То, что его не будет напрягать, вот, вообще. Да, м, то есть вот этот вот ряд калейдоскопически меняющегося чего-то, да, это все заменяет все вообще на самом деле. Человеку не надо даже смотреть ничего, потому что даже фильм нужно продержаться, чтобы посмотреть какой-то серьезный или даже несерьезный фильм, надо все равно продержать какое-то количество внимания. А здесь внимание вообще не нужно. Ты смотришь вот 1 секунду или там м, 2 секунды на какой-то объект,
он тебе не нравится, ты пролистываешь его, да, вот и все. Восприятие текста в связи с вот этими соцсетями, оно превратилось в очень короткий текст. То есть человек не может, более того, иногда не могут прочесть даже этот короткий текст, вычленить из него информацию. Что, о чем он вообще? Понимаете? Да, Страшная вещь, конечно, да. происходит. Но это происходит с сознанием человеческим. Но все равно я считаю, что это как есть такое число Энценсбергера. Такой поэт Ханс Магнус Энценсбергер, он еще жив, ему 91, что ли, год в Германии живет. Вот. Он когда-то высказал, что есть такое число людей в каждом языке, будет всегда. То есть сколько бы населения не было, всегда будет там 1342 человека, которые будут читать. И неважно, значит, это там большой какой-то язык, там как русский, или там, я не знаю, малый какой-то язык, все равно найдется 1342 человека, которые будут читать на языке. Вот. И это дает надежду, что, может быть, это и может быть, это и правда. Может быть, и есть вот этот какой-то костяк людей. Хотя, конечно, пропаганды чтения, она просто необходима. Она просто необходима. Всеми способами, какими только возможно, ее надо осуществлять. Мгм. Да. Вот сейчас Якутия наша, вот как объявлен самым читающим регионом, да, вот этом такой рейтинг же проводится ежегодно, Да. а в этом году вот мы, по-моему, заняли первое место. А в будущем году город Якутск борется за звание или за право проведения тотального диктанта, ну, стать центром, да, вот, тотального диктанта. Вот Мгм. такие проекты как бы оцениваете, насколько они нужны, эффективны, вот как самый читающий Я думаю, регион. что да, они эффективны, они как-то подвигают людей к чтению. Я говорю, что любым способом, конечно, нужно, чтобы люди все-таки фиксировались на Мгм. чтении. А, Потому что без него ну, не будет ничего хорошего. Вот. Мгм. Человек деградирует очень быстро, понимаете? Если он не читает, ну, иногда сомневаешься, что он может как бы быть а, специалистом в какой бы то ни было области еще, понимаете? В своей какой-то. Потому что у него просто русский, он смотрит узко. Человеку надо смотреть, ну, не знаю, может быть, это, конечно, такие устаревшие представления, но мне кажется, что это так. Вот. И, конечно, и тотальный диктант это тоже неплохое как бы мероприятие, которое объединяет очень многих людей. Вот. И это именно все, я говорю, что все, что связано с буквами, оно людям только на пользу, на самом деле, Мгм. Мгм. идет. Да, конечно. Ага. Вот, Максим, еще вот я хотел спросить вас, да, о ваших личных планах на будущий год, потому что 20 мы буквально вот завтра прощаемся, встречаем 21 год. Вот ваши планы личные на творческие, А? творческие планы на 21 год. Ой, планы-то большие, вот, но, видите, видимо, придется плотную заниматься вот этой новой антологией. А так, планы, вот у меня это поэма, которую я все пишу, она северная, м, такая историческая. Э, вот я надеюсь, что я к ней
хоть что-то прибавлю за год, потому что у меня есть там разные и вот по ее написанию. Она очень сложно пишется и долго, уже много лет. А надо ее как-то все-таки продвигать, уже написано довольно много, но все как-то недописано и так далее. То есть мне это вот, ну и так далее. И еще ряд своих проектов как-то хочется сделать. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Да, как пойдет. Надеюсь, что следующий год не будет таким каким-то шоковым, да. Да. И тогда, Максим, еще можете ли подвести литературные итоги 2020? Какие произведения, каких писателей отметили вы в этом году? Какие произведения? Нет, ну у нас неплохие поэты есть, которые пишут, вот и даже молодые. У нас вот такой есть поэт Денис Безносов, которого я очень ценю. Вот у него вышло несколько подборок в прошлом году, и переводы с английского очень неплохие. Потом такой поэт Алексей Порвин, у него тоже несколько подборок, и мне его всегда тоже интересно. Это петербургский поэт. Вот. Ну, довольно много неплохих книг в этом году выходило. Вот. Я-то в основном-то мы занимаемся таким, что ли, по большей части историческим книгоизданием, да, то есть то, что не выходило там 100 лет, например, лет 200. И в этом году мы вот выпустили книгу такого, огромный том Федора Дмитриева Мамонова, это поэт 18 века, поэт и философ, дворянин философ. И там его поэма «Россия», которая написана в 1772 году, никогда до этого не печатавшаяся, например. То Полузабытое есть имя, вот да, совершенно. ну, нет, он его знает как такого странного персонажа, как одного из... Он первый философский трактат, например, написал на русском языке. Первый такой полуфантастическую какую-то повесть написал и так далее. То есть он известен в литературе, но вот какое-то количество текстов неизвестно вообще. Плюс они такие у него мистические. Он был мистик, как он себя называл, мага-каббалист. Вот. И у него там очень интересные всякие какие-то рассуждения, там, я не знаю, о японских богах, например, есть. Вот, о богах Японии. Где он, где Япония, там, и так далее. В общем, очень интересно. Хорошие книги такие. Очень интересно, Выходят. да. Потому что надо забытых тоже как-то вспоминать. Да. Вот, Потому что это Максим, важно. тогда, ага. Ну вот у нас очень, мне кажется, очень интересный разговор. Но вот, к сожалению, у нас, конечно, звук иногда вот идет не очень с перерывами, так скажем, да, такое. Да, что-то, Ага. Да, ну, ну что делать? где-то там в Сибири, да, где-то в Сибири, Э, где-то пропадает куда-то. Да, что-то по Ну, дороге. ничего, Мгм. по дороге, да, куда-то. Вот, Максим, тогда ну, вот Вот, такой завершающий глобальный да, так, вопрос. Вот да. очень модно сейчас культурный код, значит, культурный код России, да, там очень много разговоров, национальная идея. Вот Мгм. что объединяет россиян?
Вот ваше мнение, ваш взгляд на эту проблему. Ну, ну, логично, что да, помимо территории, да, вот как мы ее мыслим, объединяет Россию вот этот единый фактически русский язык. Он одинаков практически от Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Он одинаковый абсолютно. Он раньше был немного разный, да, ну, то есть у него есть небольшие остались диалектные отличия, но 20 век их практически нивелировал, эти диалектные отличия, в связи с тем, что огромные массы населения в советское время перемещались по всей этой огромной территории, кого-то высылали, кто-то еще что-то происходило и так далее. Ездили на там вот эти великие стройки, там освоение там Сибири, Дальнего Востока, Байкало-Амурская магистраль, гидроэлектростанции. Вот. Люди так сильно перемешались, и везде язык, в общем-то, одинаковый стал. И он сейчас, в общем, наверное, выполняет вот эту функцию объединения пространства этого огромного. Вот так получилось. И, в общем, в какой-то мере вот он является содержащим вот этот, как мне кажется, культурный код. В нем-то он и есть. Вот. Другой вопрос, что ну, вот сейчас есть вот идея вот этого как бы государственного языка. Русский язык как язык, который отличен от того, как от языка художественной литературы, например. То есть это определенный извод, который не принимает в себя никаких диалектных там, и так далее, никаких. И это, да, конечно, это может быть и правильно. То есть он наиболее кодифицирован будет. И это очевидно. Но то есть, будет расставлены там ударения в словах, как это было сделано там в справочнике, например, 1955 года. Вот. Но реальный язык, да, то есть если ты не знаешь вот этого государственного языка, ты как бы, ну, может, это и правильно, я же говорю, что вот в Италии такая же ситуация, и во многих других странах, и в Германии, там вот есть Hochdeutsch так называемый, на котором тоже все говорят, но дома они говорят на других языках, на своих, которые тоже север не понимает, что говорят на юге вообще, то есть до такой степени вообще, да? Или, ну вот есть арабский мир, да, это нам кажется, он арабский мир, просто он объединен одним языком, официальным, а там они говорят на разных, там египтянин, я не знаю, поймет ли он сирийца, условно говоря, это трудный вопрос. Без вот этого как бы арабского единого универсального языка. Вот. И но все-таки литература пишется немного на другом языке, на более живом, на менее кодифицированном. Она и какие-то старые элементы, вот, архаические, например, задействует. С другой стороны, она, ну, как бы она живет во многом языком, который на улице в то же время, да, в любом случае. И без этого тоже ничего не бывает. Вот. И, но тем не менее, да, я считаю, что все-таки вот в какой-то мере свою роль играет. И, кстати, вот в нашем проекте он, ну, в общем, он сыграл свою объединяющую роль, мне кажется, да. Вот, чтобы это было не голословно, а вот, пожалуйста, вот тебе подтверждение. Вот можно вот этим проектом подтвердить, что да, вот он эту свою функцию, в общем-то, как-то выполняет.
Хотелось бы, чтобы это было более, может быть, широко и глубоко, но, в общем, и сейчас тоже не стыдно это все показать, мне кажется. Хорошо, отлично. Как вы считаете, Олег? Да, я абсолютно согласен. Да, очень правильные слова. Конечно, вот язык, он и русский язык в данном случае, он объединяет. Русская литература, русская культура. Это, конечно, то, что сцепляет, и, да, вот разные культуры, разные языки в единую такую. Мгм. Так что очень Ну да, важно так, это. так получается. Да, Это, да, ну, да, ага. Так это сложилось, да, так исторически, сложилось. да. Да. Вот, и, ну, в преддверии Нового года, конечно, вот, Максим, как я понимаю, вы находитесь за городом, да? Вот, Это, в вижу. общем-то, Москва, да, новая Ага. Москва, да. А, э, да вот, Новая Москва. за спиной у вас очень такой интересный вот. За спиной, да, это сруб, да, Ага. который... Это дом. Мы вот в июле решили переехать на природу Ну вот, и ага. Очень хорошо, ага. живем, И, да, и э, живем здесь, мгм, осваиваем дом этот. ага. Да. Новый год встречаете с семьей завтра, в этом доме. Да, да, завтра будем здесь с семьей, и, может быть, и друзья приедут какие-то. Ну, немного, я думаю, потому что Да, сейчас ага. все как-то стараются. Ну и, пожалуйста, наших зрителей поздравьте с Новым годом. Да, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все худшее и плохое осталось в старом году, а в новое перешло только хорошее, и хорошего этого еще и прибавилось. Мгм. Вот. Так что а, и, конечно, и читайте книги, читайте поэзию, прозу, драматургию, и пробуйте свои силы в литературе, конечно. Мгм. Спасибо большое, Максим. Мне кажется, Вот. это очень интересный наш Спасибо, Олег. разговор. Мгм. Ну, возможно, мы, может быть, уже, так сказать, в реальном времени онлайн или Да, оффлайн, как продолжим. правильно Да, продолжить наш разговор, чтобы не было вот этих да. помех, да, которые наше расстояние. Так что еще раз спасибо. С наступающим вас Новым годом. Спасибо, Олег. Спасибо. Тоже с наступающим. Всего доброго. До Вот. свидания.